Столица республики Магас – город, который стал для жителей символом новой, мирной и чистой жизни. Но чистой ее можно назвать лишь на центральных улицах. А какую картину можно увидеть на окраинах Магаса, мало кто знает. То ли дело сотрудники Комитета экологии. Это другая сторона главной достопримечательности столицы – башни Согласия. Здесь планируется построить красивую набережную, но территория вокруг русла реки почему-то завалена строительным мусором. Поблизости ведутся работы, возводится новое здание. И, судя по всему, подрядчик с вывозом мусора особо не утруждается. Это нарушение основных норм экологического законодательства, то есть размещение отходов и на почве, и в прибрежной полосе. Это допускать ни в коем случае нельзя. По данному факту установим, конечно, виновное лицо и привлечем его к административной ответственности. Рассмотрим вопрос о расчете ущерба окружающей среде. На этом не самая впечатляющая экскурсия по городу Магас не заканчивается. Проехав по улице Мальсагова, мы снова натыкаемся на мусор, разбросанный практически посреди дороги. Недалеко от 6-го микрорайона в сторону пустыря простирается гравийная дорога, которая непонятно для чего закрыта шлагбаумом на замок. Вопрос напрашивается сам собой, зачем перекрывать дорогу к пустырю? А вскоре выясняется, что здесь своего рода частный полигон, на который, судя по всему, один из подрядчиков привозит мусор. Экологи отмечают, если территория не разграничена, то ответственность несет администрация. Если эта территория все-таки действительно предоставлена в пользование, мы будем устанавливать лицо, которому предоставлено в пользование, будем его привлекать к ответственности. В любом случае, если предоставляем территорию иному лицу, за этой территорией надо следить. Штраф – это статья 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает административную ответственность в отношении должностного лица от 10 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо от 100 до 250 тысяч рублей. Только такими мерами можно остановить беспредел, отмечают экологи. Ингуши во все времена славились мастерством строительства, вот только делали это совсем иным образом. Возводя многометровые башни, они бережно относились к природе. Сейчас же подрядчики, перешагнув через все принципы нравственности, в большинстве случаев напрочь забывают даже о том, что загрязнение окружающей среды карается законом. А дальше борцы за эко-чистоту держат путь в сторону Икажева. Здесь нарушения также искать долго не пришлось. Не заметить эту огромную яму просто невозможно. Добыча полезных ископаемых, а в частности гравия, идет полным ходом и в обход закона. Техника неоднократно удаляется. Бог бя, штраф тиха, год тиха, бог бя, мотики ус. Вообще незаконно, хабя бог бер, вообще экологический ущерб бер у ежлахтер. Русло реки дер. Нарушители понесут заслуженное наказание. Участники рейда тут же сообщают в правоохранительные органы. Вот граница с Икажевым Магаса незаконно добывается общераспространенный полезный ископаемый волна ПГС Жахбыр. У снаряд дизет хладит. Но на звонок так никто и не отреагировал, ни представители органов правопорядка, ни местной администрации. А экологи заверили, что по своей части составят соответствующие акты об административных правонарушениях и будут наведываться сюда. А рейдовые мероприятия будут проводиться систематически по всей республике. Юсуп Гилисханов, Рахман Цуров, Новости 24.